Юные футболисты из Донецкой республики и Херсонской области покорили нашу Абхазию. Турниры уже прошли, они заняли призовые места. Сейчас они отдыхают, неоднократно принимали участие в экскурсиях, бывали в разных городах нашей территории Абхазии. И сегодня у них пикник, на котором мы тоже с вами побываем и пообщаемся с ребятами. Команды из Донецка и Херсона прибыли в Абхазию 8 августа. За это время они не только проявили себя на поле, но и стали любимцами болельщиков. Ребята также сдружились и с местными футболистами, наладили хорошие отношения. И по возвращению на родину они будут, несомненно, вспоминать дни, проведенные в Абхазии. Я стою между капитанами двух команд Херсонской области и Донецкой республики. Ребят зовут Вадим и Леша. Расскажите, Вадим, как отдыхается в Абхазии? Я знаю, что вы заняли призовые места, да? Как приехали, Да. приняли участие. Гостеприимные, хорошо относятся, все хорошо. Мы с командой Донецкой Республики наладили общение и продолжаем дальше общаться. Ну, было приятно играть с командой. Ну, уже больше половины команды знаем. Хорошо наши хорошие отношения с ними. Ну, надеюсь, будет дальше общение. Приняли нас очень хорошо. В Абхазии очень красиво. Много экскурсий. Каждый день почти у нас то речка, то водопады, то каждый день какие-то новые экскурсии. Очень приятно. Леша, а по приезду чем ты займешься? По приезду, ну, буду рассказывать, наверное, родственникам, как хорошо в Абхазии. Буду желать тоже сюда приехать. Дни, проведенные в Абхазии, были насыщены соревнованиями. В упорной борьбе нашими гостями были заняты призовые места. Ну, хотели занять первое место, ну, так получилось, что заняли второе, а так все хорошо. Администрацией Галского района для юных футболистов была организована интересная культурная программа. Участники посетили достопримечательности восточной части Абхазии, посмотрели знаменитые Тхорчальские водопады и прогулялись по набережной Ощемчиры. А в выходные дни они поедут на озеро Рица и обязательно спустятся в Новофонскую пещеру. Во время всех выездов их сопровождают сотрудники милиции. Между главой администрации Гальского района Константином Эдуардовичем Пиля и генеральным директором фонда «Моя родословная» Иваном Кульновым была договоренность об обмене спортсменами. К нам приехало две команды с Херсонской области и с Донецкой Народной Республики. Помимо этого, в нашем лагере еще принимают участие местные ребята, они уже подключились, они сдружились, обменялись контактами. Их дружба усиливается, и я думаю, в дальнейшем только будет укрепляться. Такие встречи способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания между молодежью Абхазии и России, убеждены капитаны футбольных команд Херсонской области и Донецкой республики. А кроме того, для юных спортсменов из регионов, где непростая ситуация, это возможность немного отвлечься от суровой реальности и отдохнуть. У вас была война серьезная. У нас она продолжается. И когда нам наш директор сказал, что есть вариант поехать в Абхазию, мы с удовольствием к братьям поедем, сыграем. И самое интересное, что многие дети не были в Абхазии. Посмотреть на вот это, вот у меня мурашки по телу, когда мы поехали на водопад, на это все. Дети очень рады, дети довольны. Плюс турнир на высоком уровне. Подстригли поле. Нас просто за нами вот так вот ходят по пятам. Вы знаете, я немножко больше скажу. Мы были в Адлере. Ракетная тревога. Когда мы сюда ехали, объявляется ракетная тревога. Все бомбоубежища. Наши дети идут спокойно. К этому привыкнуть тяжело, но они привыкшие. А здесь не стреляют, ничего. Поле, футбол, люди замечательные, все здороваются, все Какие могут быть вопросы? Это просто шикарное все. Я думаю, вполне достигли этой цели. Очень хороший, я так назову это, проект. Мы подружились, узнали вашу культуру, узнали ваших людей.
все прекрасно. Надеюсь, вы приедете к нам узнавать нас. Но за время проведения турнира я скажу, что очень сдружились с донецкой командой, с вашей командой. Ну, просто все хорошо. Завершается лагерь 18 августа, но на этом дружба молодых спортсменов Абхазии и России не заканчивается. Сильнейшую юношескую футбольную команду республики уже ждут на турнире в Подмосковье. Аманда Пония, Нарсул Цулуки, Абхазское телевидение.